Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. С 2024 года у нас в стране для женщин и мужчин репродуктивного возраста предусмотрено одновременно с прохождением профилактического осмотра проведение диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья. Что это такое и как она проводится, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Мария Чукрова, заведующая отделом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том все же, что такое вот эти 4 буквы, аббревиатура ДОРЗ или диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Здравствуйте. Так, диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья – это с 2024 года у нас, да, в республике и по России началось. Как знаете, этот год семьи, и поэтому вопрос по рождению детей, да, сейчас по всему миру и по России также идет спад рождаемости детей, да, и поэтому вот эта программа внесена в госгарантии. И по данным Всемирной организации здравоохранения, вообще критическим процентом является 15%, когда в государстве имеется бесплодные, бесплодие. Да? У нас по России это 17-24% в зависимости от регионов. То есть мы уже перешли красную черту, поэтому вот организована вот эта диспансеризация. Что такое репродуктивное здоровье? Да? Это возможность зачать, выносить, да, здорового ребенка. Родить здорового ребенка. Для этого проводится вот эта диспансеризация именно для мужчин и для женщин. Многие не знают, что бесплодие встречается с частотой и у мужчин, и у женщин одинаково. То есть мужчины обычно у нас не ходят в поликлиники, да, не знают свое здоровье, и вот для этого вот эта диспансеризация проводится. Актуальность, да, вот то, что вот для чего оно проводится. Помимо года семьи. Да, конечно. Помимо года семьи, это все заболевания, которые влияют на репродуктивное здоровье в основном, они протекают бессимптомно. То есть человек думает, что он здоров, но на самом деле у него есть заболевания, которые вот мешают репродуктивному здоровью, да? И когда человек проходит вот эту диспансеризацию, он узнает, какие у него проблемы, да, какие факторы риска развития вот этих заболеваний. Это не обязательно заболевание, это может быть состояние. И, возможно, очень много факторов зависит от образа жизни. То есть малоподвижный образ жизни, стресс. Вот про это все вот во время диспансеризации гинеколог женщинам и уролог мужчинам рассказывает. Мария Николаевна, смотрите, а кто и когда может пройти данную диспансеризацию, какой возрастной порог? Да, репродуктивный возраст считается с 18 до 49 лет. Так, с 18 лет уже можно спокойно посещать узкопрофильных специалистов. Да, и вот эту диспансеризацию можно или даже нужно проходить одновременно с профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, которые мы проходим каждый год, да, и в рамках этого еще дополнительно вы можете пройти вот репродуктивное здоровье. Смотрите, тогда кому она положена в этом году, где, как, самое главное, на нее записаться? Можно у участкового терапевта или есть какие-то программы? Вот диспансеризация, она проводится во всех медицинских организациях. Можно записаться по единому колл-центру, да, 122 Минздрава, также в поликлинику позвонить, записаться на диспансеризацию. Все поликлиники проводят вот профилактические медицинские осмотры, диспансеризации с 8 до 8, и для работающего населения еще есть выездные формы. То есть на рабочем месте вот эти исследования можно провести. Ну, лучше, конечно, сходить лучше, конечно, в поликлинику. Поликлинику, конечно. Что происходит дальше после диспансеризации? Для чего это проводится? Вот мы проводим, может, сначала этапы, да, расскажу, да, что входит в вот эту диспансеризацию. Входит в эту диспансеризацию для женщин на первом этапе, 2 этапа проходит. На первом этапе осмотр гинеколога, пальпация молочных желез, исследование мазков на цитологию, на воспалительные заболевания. И еще вот очень, возможно, заинтересует то, что проводится ПЦР-исследование на заболевания, передающиеся половым путем. То есть раньше это все было на платной основе, сейчас это бесплатно можно пройти в рамках вот этой диспансеризации.
Да. И после этого гинеколог ставит предварительный диагноз, да, и направляет на второй этап, если есть показания. И на втором этапе уже инструментальные исследования. УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза, также проводится вот ПЦР-исследование, да, это как бы дополнительно, и после этого, если появляется, ну, выявляются заболевания репродуктивные, да, направляется, вот центр у нас есть по репродукции, если у женщины есть желание вот дальше дообследоваться. Также вот мы ПЦР провели, заболевание нашли, проходит лечение по месту жительства. То есть в случае каких-то отклонений от нормы начинается уже процедура лечения? Да, конечно. А что с мужчинами? С мужчинами. У мужчин как бы на первом этапе это осмотр уролога. И также там есть анкетирование. Обычно вот диспансеризацию мы проходим, как бы анкетирование внимания не обращаем. Но вот по диспансеризации, по репродуктивному здоровью, эта анкета очень важна. И на основании вот этих ответов вы направляетесь на второй этап диспансеризации у мужчин. Да? То есть туда уже входит спермограмма, такие сложные исследования уже, да, которые проводятся, раньше проводились только вот в центре, да, да, а сейчас уже во всех медицинских организациях эту спермограмму делают. Да, если есть отклонения. Также есть УЗИ, и для мужчин также есть вот ПЦР-исследования. То есть вот то, что было раньше все платно, где-то через какие-то поликлиники, это сейчас можно пройти спокойно в поликлиниках. А как давно стартовала подобная диспансеризация? Эта диспансеризация стартовала только в этом году. В республике она стартовала вот где-то в марте, в апреле началось, да, исследование. Не все знают, поэтому мы вот хотим, чтобы много людей узнали про это исследование. А есть ли какие-то данные, обратная связь от пациентов, от жителей, как они реагируют, охотно ли приходят? Ну, потому что тема все-таки достаточно щепетильная, да, я думаю, да, несмотря это на то, как что бы, это здоровье. Да, как бы интимная сфера, да, и люди не понимают, для чего им это проходить. Да, в основном. Но, как я ранее говорила, вот очень многие воспалительные заболевания, они проходят бессимптомно, особенно у мужчин, да. И если вот вылечить вовремя вот это заболевание, репродуктивное здоровье восстанавливается. Вот в этом проблема, да. То есть или женщина, у женщин в основном причина бесплодия – это воспалительные заболевания, которые вовремя не обнаружены и не вылечены. То есть вот вылечили заболевание, вы уже можете спокойно выносить и родить здорового ребенка. Мария Николаевна, один из важных вопросов: можно ли от нее отказаться и нужно ли? Мне кажется, вот исследования эти очень такие нужные исследования, да, и поэтому советую всем не отказываться от этого, потому что, как я ранее говорила, вот эти все заболевания, которые передаются половым путем, да, которые воспалительные заболевания, тем более в нашем регионе, да, очень много воспалительных заболеваний, они переносятся бессимптомно. Поэтому, когда вы проходите диспансеризацию, вот эти заболевания выявляются. Мария Николаевна, хочу задать еще один вопрос. Если мы не говорим о диспансеризации, насколько часто важно обращаться к специалистам, чтобы проверять, в порядке ли твои репродуктивные органы? Эти исследования можно один раз в год провести, да, один раз пройти, и каждый год. Вообще вот эта диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, все они направлены на профилактику. То есть мы не должны ждать, когда мы заболеем. Мы должны заранее узнать факторы риска, да. И вот когда вот вы проходите вот диспансеризацию, ставится 3 группы здоровья. То есть первая группа здоровья – это здоровые люди, понятно, да. Вторая группа – это люди, у которых есть факторы риска развития этих заболеваний или состояний. То есть проводится беседа, то есть то же самое, как вести здоровый образ жизни, малоподвижный образ, да, у нас у всех, да, стрессовые, избегать стресса, да, вредные привычки. Вот это все влияет на репродуктивное здоровье. И третья группа – это уже с заболеваниями. Вот с ними уже дальше работают специалисты. Мария Николаевна, вы еще отметили, что у нас очень много воспалительных заболеваний. А если мы исключаем, допустим, те заболевания, которые получены, так скажем, половым путем, с чем связаны вот та группа риска?
Та группа заболеваний. Группа заболеваний, еще есть врожденные заболевания, да? Очень много вот этих врожденных заболеваний пропускается вот во время студенчества, да, во время школьных, да, детском возрасте. И когда вот человек, такие заболевания, которые можно устранить. И тогда человек может спокойно зачать ребенка, да. Также у девочек, да, очень много таких заболеваний. Есть еще новообразования, кисты, миомы матки. Вот это все только осмотр гинеколога выявит. Ну и всякие там неинфекционные циститы, которые мы получаем, легко одеваясь на улице и прочее, прочее. Тоже, я так понимаю, доводят до неприятных последствий. Да. Если говорить о диспансеризации, которая началась с марта этого года, можно ли сегодня подвести итоги какие-то? Вы сами сказали, что в стране у нас 17-24% бесплодного населения. Какая картина у нас в республике? По республике у нас, в среднем такие же проценты, да, сохраняются, да, но именно то, что мы провели сейчас, очень такие положительные отзывы идут, да, потому что люди начали понимать, вот для чего это проводится. Лишний раз гинеколог уже человек не пойдет, да, к урологу тем более. И поэтому, когда вот диспансеризация, это как бы доступность. Появляется доступность, и когда по данным за 9 месяцев, получается, за 9 месяцев 2024 года выявлено очень много заболеваний именно у мужчин, да, которые взяты на диспансерное наблюдение. То есть им уже проводится лечение, да, где-то, 10-15% уже направлены вот в репродуктивный центр, да, то есть исследования проводятся и есть результаты. Будем надеяться, что картина эта выровняется, в том числе и благодаря диспансеризации. Мария Николаевна, давайте в заключение что-то пожелаем нашим телезрителям и в очередной раз пригласим их пройти осмотр. Да, приглашаем всех на диспансеризацию. Это проводится каждый год, да, каждый человек должен заботиться о своем здоровье, и каждый год, как норма жизни, человек должен проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, и в том числе диспансеризацию репродуктивного здоровья, репродуктивного возраста. Мария Николаевна, я с вами соглашусь, потому что все-таки вклад в собственное здоровье – это вклад и в наше будущее. Но уже, если мы говорим о репродуктивном здоровье, мы говорим об этом напрямую. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. Это было актуальное интервью. До встречи.